Девочки, сегодня у меня генеральная уборка. Все везде наводим порядки. Все подарки, что надаренные, нужно все послаживать в шифонер, все разложить на свои места, потому что я много не показывала. Там писали, говорили, киса, мужа, родственники приезжали, но они приезжали со свекровью все. Кто постель подарил, кто что там, кто коробку конфет, кто цветы. Вот такой момент подарили тоже. Это моего девера жена, она своими руками это все делает. У нее вообще золотые руки, талант большой. Вот это все она собирала по каждой крупинке. Она мне тоже торт привезла. И вот такой вот подарочек подарила. Дерес хлопцун визендел. Далса гюэл хамата. Чего хаздуешь язык. Память такая вообще классная. Очень красиво сделано. Мне так приятно было. Вот своими руками все. Человек трудился, все собирал. Да, вот такая вот красота. Все очень красиво. Дальше, девочки, по поводу вот этих цветов. Вот видите, здесь одной розочки не хватает. Этот набор букета, ну вот этот букет, и внизу там сладости, вы видели все, я даже показывала на видео. Это мне подарила моя дочь Анжела. Она мне подарила, помните тогда, букет цветов, вот таких вот. Букет цветов она мне подарила, мыльные розы. И вот такой вот тоже сердечко, букет. Это мне Висхан Анжела подарили. И я еще потом на видео открывала, вам показывала. Ну, вспомните, на день рождения, когда день рождения, мое видео, где мне цветы, Хадижа приехала. Вот там первом начале я открываю подарок этот, Анжела меня идет, поздравляет. Вспомните все, да? И даже кто, может, там немножко усомнился, откройте этот момент и просмотрите, пожалуйста, да? То вот недавно, когда пришли вещи на обзор с этого Шен, такая тоже, как вот объяснить, тоже такая фирма, как бы, они тоже высылают вещи на обзор, дальше вы это все увидите, то Анжела там сказала на этом видео, что попробовала одну розочку, ей не понравилось. Вот она, кстати, отсюда была, видите? Ей не понравилось в том, что, ну, она по ванной прилипла вся. То есть Анжела говорит, что она не ожидала такого результата, что она думала, что как-то пенится хорошо. И если от этих запах стоит в доме, то от этих нет. И она говорит, я прям разочаровалась. Ну, для красоты, конечно, красиво, но дело не в этом. Подарок мне подарила Анжела. И тут же она говорит, что она одно открыла, попробовала, ей не понравилось. И мне в личку, прям в личку, на WhatsApp голосовой отправляет женщина и с такими претензиями, как вам не стыдно, вы зазнались, почему Анжела сказала, что цветы плохие. Я говорю, так она подарила она купила букет. То есть, если есть претензия есть, то к ней самой. Подарок был от нее самой был подарок. И она говорит, что ей что-то не понравилось, что нету запаха, и они хорошо не мылятся совершенно, только прилипают к рукам, и все. То есть подарок подарила Анжела. Да, я соглашусь, конечно же, если бы это был подарок от посторонних людей, да, кто бы это ни был, да, и Анжела начала вот так вот говорить, это было бы некрасиво. Как бы там ни было, человек подарил, да, и говорить там, что не понравилась розочка, это ну, обидно было человеку. Я согласна, на все 100%, конечно же. И даже если бы я это сказала, да, вот Анжела мне подарила, я сказала, мне вот не нравится тоже как-то, да, как бы в сторону Анжелы это было бы немножко, ну, как бы некрасиво, скажем так, вот. Но она сама подарила, это купила, и она говорит, мне вот не понравилось, я попробовала, мне что-то не понравилось. То есть она имела на это право. Она вот подарила, и ей там что-то не понравилось. Написать в личку, какие вы бессовестные, вы зазнались, вы человека обидите. Я говорю, так подождите, говорю, это она подарила букет. Неправда. Я видела, как другая женщина заходила и дарила тебе этот подарок. Ну, друзья, ну просмотрите ролик. Вот вы говорите, что иногда там бывает где-то дерзко отвечаю, где-то... Ну, вы знаете, как это бывает обидно. Есть же ролик, есть доказательства тому, как она дарит мне, вручает этот букет, и как я показываю его вблизи. Ну так же нельзя. Так же нельзя. Нужно сначала посмотреть. Это какой надо быть? Какой надо быть, я даже не знаю, как назвать,
чтобы настолько сильно зависть в этой женщине, она уже не знала, как прицепиться, она не знала уже, как бы сказать, она вот говорит, что вы зазнались. Да я на этом ролике только успевала говорить спасибо, я заплакала, мне действительно было очень приятно. Я не ожидала таких шикарных букетов, там каждый из букетов 8-9 тысяч, что ли, я расплакалась, это было сверхприятно. Я отблагодарила их, видела, потом персонально каждому в WhatsApp написала голосовые, там по 3-4 минуты с благодарностью. Спасибо, спасибо большое. Просто у меня нет слов. Почему же вы такие, я даже не знаю, как вас назвать, люди? Неужели у вас такая зависть сильная, что прям уделили голосовой, и она говорит, неправда. Я ей скидываю в личку этот ролик, посмотрите, говорю. Там Анжела дарит мне этот букет, посмотрите внимательно. Да, этот ролик. И что, и теперь ты даже будешь отрицать? Она мне говорит. Ну, что с человеком говорить? О чем дальше? Ладно, девочки, еще вот такой, когда я была у мамы, и я ездила отправлять посылки, да, ну, много было работы. Женщина одна тоже, она мой постоянный зритель, она сама виденская, но живет в городе. Ник у нее швея. Может, часто замечали, она пишет хорошие комментарии. Она наша виденская, неподалеку она живет здесь от нас, но она в данный момент живет в городе. Она мне вот подарила такую постель шикарную. Сейчас я вам покажу ее. Девочки, посмотрите, какая красота. Какая постель красивая. Вот такая вот, она вот чисто с выбивкой цветочки, она вот чисто импортная. Она не из дешевых. Вот Милано написано. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот она. Блестящая, красивая, дорогая постель. Эта женщина, она просто мне позвонила и спросила: Кис, какой тебе цвет больше нравится? Я говорю, ей не надо ничего покупать, говорю. Мне неудобно, говорю, столько подарков, говорю, просто приедь, посидим, чай попьем, как бы и все. Но она, нет, она захотела, она говорит, надеюсь, тебе понравится. Она еще переживала, она приехала в Грозный, отправила это все на такси, и каким-то моментом потом эта посылка, то есть этот подарок немножко потерялся, там тоже была комедия. Ну, в общем, мы посмеялись, но, в общем, суть дела в том, что подарок получили. Подарок получили, он пришел, и вот видите, прям выбитый хорошо, прям очень не из дешевых комплект. Мне очень приятно. Дец далса юэл хавизендел. Семья тир, хун тир визендел. Качество очень хорошее. Прям классное качество. Мне оно подойдет. Потому что у меня, правда, кожа, друзья, не подумайте, мне иногда колется от постели, прям вот колется. Вот это вот классное качество. Я прям вижу, красивое такое. Но мне, конечно же, жалко будет это постелить. Не то, что жалко, у меня просто есть очень много пользоваться сейчас. И пускай я это буду слаживать дочерям. На такую красоту мода никогда не пройдет. Набор шикарный. Пускай это будет на будущее моим дочерям. Еще раз огромное спасибо, Дец. Девочки, ну а у нас генеральная уборка. Поснимали шторы. Все, обработала, полила цветочки свои. У нас все, Анжелика окна моет. Я тут в шифонерах разбираюсь. Также перестановка небольшая. Сняли вот занавески, шторы, все. Все тут в данный момент как на разорванной улице. Моются окна, все вымывается, цветочки обрабатываются. В общем, у нас в доме генеральная уборка. Анжелика попротирала окна, я полила цветы. В общем, шторы, все стирается. В общем, вот такие вот дела. Вот у нас время. Отсюда тоже шторы мы сняли. Все стирается. В общем, после дня рождения генеральная уборка. У Анжелики здесь уборка. Все везде открывала паласы, все выметала, пылесосила. Это не удивляйтесь, что бутылка стоит. Это я цветы поливала ней. В общем, у нас генеральная уборка. Девочки, ну это подарки, что дарила Хадижа. Это микроволновая печь. Это вот
пароварка, мультиварка. И вот это тостер, что тостер. Где, правда, мы не еще не пользовались. Я даже понятия не имею, как не пользоваться. Еще даже некогда было этим заниматься. В эти дни посылками занималась. Даже некогда. Некогда было этим всем заниматься. В общем, вот такие вот подарочки от моей сестры. Все, Анжелика тут вымывала, намывала, в общем. Вот такие вот дела. Скатерть мы сняли, скатерть я постирала. Она тоже сушится, я на улицу ее вынесла. В общем. Везде наводим генеральные порядки, потому что, ну, уже все было как бы не по-моему, не так, как надо. Значит, вот эту картину, диван мы тоже принесли сюда на место. То у нас тут, когда гости были, мы выносили, как бы, чтобы стол разлаживать. Просто мы стол сейчас сложили, видите, он же разлаживается, большой становится. Вот. А сейчас все, диван принесли на место. Вот. А картину прибьем сюда, повесим. Этот плакат я сниму, конечно же. Вот эту картину, что мне подарили, вот тут посередине на стену повесим, будет очень красиво смотреться. Она подходит прям над диваном, будет висеть красиво. То есть мне это очень нравится. Прям все вот под цвет. Я люблю такие цвета. Вот так вот будет, если повесить, будет очень красиво смотреться все это. Все везде прогенералили. Такие подарки. Мне не хочется эти шарики убирать. Висят они еще. Подарки убирать не хочется. Прям столько приятностей было. Да, кстати, это я принцесса. А? Принцесса. Здравствуйте, вот это я принцесса. Ты принцесса, да? А как зовут принцессу? София прекрасная. София Прекрасная? Кто обезьяна? Висхан. Висхан? Так же нельзя казать. Он же говорит, не обезьяна. Нет, ты не обезьяна, ты красивая, да? Ну ты сказала людям всем привет. Люди, всем привет. Зрители, скажи. Зрители. Всем привет. Всем привет, зрители. Я тебе покажу, что мы сделали. А ты или не показывала зрителям, как ты красиво рисуешь, например? Пошли покажу. Ну ты же на стол принеси и покажи. Принеси на стол и покажи, как ты рисуешь красиво. Ты же должна людям показать. В общем, у нас пока как на разорванной улице. Все, идет генеральная уборка, все стирается, девочки. Все везде наводится генеральная уборка. Нужно мне вытяжку купить обязательно сюда, иншалла. Хотя сейчас уже туда-сюда, да, весной переедем под навес, там будем готовить. Но все равно нужно. Оно там и та старая обои выглядывает некрасиво как-то. Так, розочки мои стоят. Анжелика поменяла воду на них опять. Сушилка моя. Вещи сушатся. Видите, как полотенчики. Хорошие, да? Все равномерно. Висят полотенца. Аккуратно высохнут они. И будет все хорошо. Тут прохладно, сушится. Анжелика уже полы вымыла. Все блестит. Вот такие вот цветочки стоят до сих пор. Просто воду на них нужно менять часто. Мне жалко, что их в дом нельзя занести. Они там быстро повянут. А здесь в холоде они как бы хорошо стоят. И будут еще нас долго радовать. Анжела пластик помыла, вымыла, все натерла. Я там в спальне занимаюсь. Подарки, все. Шифонер складываю, все хорошо по своим местам. Ну, вот такие вот дела, девчули. Софишка, а я тоже обязательно показала, говорила людям покажешь, что как ты рисуешь. Тут тоже Анжела сейчас тут уборка идет. Моет полы, наводит порядки. Ты здесь уже помыла, да?
Сейчас надо будет еще раз пройтись. Угу. Это у нас кладовка. Здесь у меня товар и все прочее. Посмотри, что мы порисовали. Посмотри, Кис. Кис, я уже принесла. А ну-ка. Ой, мать моя женщина. Ой, какая красота. Кто бы тебя еще расчесал, да? Вот еще. Ну-ка. Это, видимо... Знаменитого этого, знаешь что? А, Писатель у нас же есть. Не писатель, а этот художник. как его имя? Бехана. А? Бехана. Это он нарисовал? Кто нарисовал? Бехана. Это кто такой? Бехана наш пап. А, да? Да. Ну, хорошо, что ты меня вот тут вела в курс. Это он нарисовал, да? Это фура, что ли? Да. Фула. Вот это да. Надо еще Леди Баг порисовать. Ну, садись на стульчик, а ты что рисовала? Покажи. Ой, какие рисунки красивые. Ой, какая красота. Это кто тебе помогал рисовать? Вив или Анжела? Анжела. М. Нет, я сама рисую. А, сама, да? Так это вообще классно. Мам, надо еще Леди Баг. Это будет тебе Леди Баг. Скоро начнется у нас период. Начнем в день стирать. Акция пойдет. В день 5 паласов стирать. Да, Анжел? Не у нас, а у меня. Ну, знаешь, кто на что учился, как говорится. Что хочешь? На уличку хочешь? Ну, сейчас Виви с тобой пойдет, хорошо, на уличку? А там холодно. Ну, ты же оденешься. Платье вот это купила, что я тогда в Хасавюрте, когда последний раз ездили. И я его каждый день стираю. Вот простернула, на утро я ее одела. Простернула, одела. Такое тепленькое платье, хорошенькое прям, да? А кто ты такой рисовал? Ну, то, что ты карандашами порисовала. Это и я. А кто? Искала. Бесхан, тебе нужно сейчас, мама тебя расчешет, и пойдешь на уличку, ладно? Нет, там нету горки. Мы и заказали горки. Да, ну хорошо. Я хочу горки покататься. В общем, девочки, мы будем пить чай. Да, Анжелика? Чай дватанец. Чай мел. Из-за дела. Нужно шторы вешать мне. Уже я слышу, что стиральная остановилась. Нужно мне повесить. И будет порядок. Анжелика, что двери все помыла. Все, в общем, навела порядок. Скажи, ну все, люди. Всем пока, люди. Всем пока. Скажи, ставьте лайки, скажи. Покажи, ставьте лайки. Ставьте лайк. Пишите комментарии, да? Пишите комментарии. Хорошие, да, только? Мама умеет стоять. Закрывай глаз. Говори все, всем пока. Мам, смотри. Закрывай глаз, когда какая красивая будет. Софичка уже выросла, скоро у нее тоже будет юбилей, 5 лет, да? Да. Мы закажем тортик красивый. Там будет написано Софи, принцессе Софии 5 лет. Ура, да? А люди все придут. И люди все придут, будут поздравлять, А да. как зовут люди? Ну, разные там люди придут поздравлять. А Софичку. как звали люди? Мы в Гранд-парк поедем. Там мы попросим, чтобы пришел, кто он же? Леди Баг. Леди Баг придет тебя поздравлять. Мишка придет тебя А поздравлять. какая Мишка? Медведь и Маша? Да, Медведь и Маша, и Гаяка будут, и Сюся, все будут. Какой Сюся? Он там Сюха ему делает. Своей Сюсюкой. Любит Сюсюку. Ты любишь Сюсю? Скажешь, Леди Баг, привет. Ага. Да? Ищешь, да, хан, солтер. Чего, да, давай. Ой, я кушать хочу. Ну, давай, говори все, всем пока. Всем пока, люди. Всем пока, люди.